Бюджет стабилизации с элементами развития. Так охарактеризовала главный финансовый документ региона, принятый на ближайшие 3 года депутат Госдумы от Коми Ольга Савастьянова. В рамках региональной недели парламентарий встретилась с членами Президиума Госсовета. Она доложила, что 36% российского бюджета – это социальные расходы. В 2,5 раза увеличатся расходы на повышение зарплаты в рамках майских указов. 100 миллиардов на реконструкцию и строительство социальных объектов, в том числе в Коми. Это республиканская инфекционная больница, школы в Дутово, Часово, дополнительный корпус в Усть-Куломе. Увеличено финансирование агропромышленного комплекса. Запланированы средства на возведение домов культуры, театров и виртуальных концертных залов. Будет продолжен проект «Комфортная среда». Кроме того, совместными усилиями удалось решить ряд важных для региона вопросов. Первое, очень важно, это, конечно, по нашим кредитам 5,8 миллиардов рублей. Это нам далось очень тяжело, но мы решили этот вопрос. Второй, тоже очень тяжелый решенный вопрос по Интауглю, это 1,2 миллиарда рублей. Это тоже как бы сложно, но тем не менее этот вопрос решили. Следующий очень важный момент, и мы с вами проводили совещание по дорогам, и здесь несколько моментов. Ну, во-первых, решение о том, чтобы Нарьян-Мар, Сыктывкар передать федеральную собственность наши аэропорты, которые республика заявилась. Нам все необходимо. Впервые 72 субсидии для субъектов распределены заранее. Уже в ближайшее время станет известно, сколько транспорта в течение 3 лет получит каждый. Еще одно новшество – выделение грантов для регионов, повышающих налоговую базу. Наши депутаты передали свои пожелания Ольге Савастьяновой, после чего решили вопрос о приглашении партий, не входящих в Госсовет региона, на декабрьскую сессию. Всего их 26. Представитель от каждой сможет высказать свою позицию по вопросу о собственной роли. Председатель Госсовета отметила, что приветствуются конкретные предложения. Кроме того, Надежда Дорофеева сегодня впервые высказала свою позицию по вопросу референдума о переносе столицы. У меня демократическая позиция, как у председателя Государственного совета. Я хочу вам сказать, вопрос-то поставлен не о переносе столицы, а вопрос о поддержании инициативы наших жителей, жителей Республики Коми. Конечно же, я считаю, что эта инициатива заслуживает внимания, заслуживает уважения. И по переносу столицы как таковой, конечно, речь не идет. Но посмотрим, как выразит волю, как выразит свое мнение население Республики Коми. Напомним, депутаты приняли проект постановления о референдуме. Документ прошел правовую и лингвистическую оценки до 8 января. Инициативной группе предстоит собрать примерно 14 тысяч подписей жителей региона, чтобы вопрос был вынесен на ближайшую дату голосования.